4-5 апреля в Женеве состоялся 57-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ. Абхазскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба. В ходе очередного раунда абхазская сторона сосредоточила особое внимание на необходимости согласования и дальнейшего подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. В результате состоявшейся дискуссии грузинская сторона вновь отказалась от каких-либо обсуждений по этому ключевому вопросу повестки дня. Данный вопрос остается открытым, и его обсуждение было предложено перенести на следующий раунд. Участники встречи также обсудили другие вопросы, связанные с безопасностью на местах. Было отмечено, что ситуация в регионе сохраняет признаки стабильности и характеризуется как спокойная. Практически все участники встречи подтвердили необходимость возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал, как одного из важных форматов работы женевских дискуссий. Однако и этот вопрос остается открытым. В ходе встречи абхазская делегация выразила свою серьезную озабоченность в связи с последними внутриполитическими событиями в Грузии, которые начали приобретать внешнеполитический контекст. Было подчеркнуто, что призывы представителей грузинской оппозиции относительно возможности открытия так называемого второго фронта могут привести к непредсказуемым последствиям и спровоцировать новую эскалацию напряженности в регионе. В рамках работы второй рабочей группы прошло обсуждение ряда гуманитарных вопросов. Проведение следующего 58-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на июль этого года. Российская сторона в ходе 57-го раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье указала на важность недопущения политизации дискуссий путем немотивированных отмен и переносов регулярных раундов. Об этом сообщила пресс-служба МИД России по итогам раунда, завершившегося 5 апреля. Ранее по вине сопредседателей не состоялось несколько раундов переговоров. Цитата: «Затяжные паузы в переговорном процессе чреваты ростом напряженности в регионе, ответственность за которым целиком ляжет на инициаторов блокирования диалога». Москва также заявила о неприемлемости непрекращающихся попыток коллективного Запада перенести с Украины в Закавказье логику конфронтации, что выражается в провокационных призывах к Тбилиси открыть второй фронт против России в Абхазии и Южной Осетии. Конец цитаты. Столь опасные заявления требуют оперативной реакции со стороны сопредседателей дискуссии и представляемых ими организаций, заявила российская сторона. По оценке российской стороны, реальным вкладом в достижение стабильности и безопасности в Закавказье могло бы стать заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также начало процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-юго-осетинской границ с их последующей демаркацией. К другим темам. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициния вручил верительные грамоты президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Церемония вручения верительных грамот традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Выступая с речью на церемонии вручения верительных грамот, Владимир Путин отметил стратегическое партнерство с Абхазией. Продолжаем передачу. Запад пытается убедить Тбилиси открыть второй фронт против России в связи с событиями на Украине, заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске на прошлой неделе. Запад убеждает Тбилиси в том, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией, сказал Нарышкин. Цитата: «Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона убедить грузинское руководство в необходимости открытия так называемого второго фронта. Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины и принуждают Грузию вступить в конфликт с Российской Федерацией», отметил Сергей Нарышкин. Правящая партия «Грузинская мечта» практически с начала СВО России на Украине говорит, что представители Киева, США и Евросоюза вынуждают Тбилиси открыть второй полигон против России. Однако «Мечта» заверяет, что не будет идти против интересов своего народа и развязывать войну. При этом позицию Запада об Грузии поддерживает президент страны Саломе Зурабишвили. На этом сегодня все. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.